Первый пункт в списке комиссии – улица Мурзабекова. Мешки с мусором, строительные отходы, источные воды. Как следствие, зловонный запах и летом, и зимой. Это, как выяснилось, один из местных жителей организовал небольшую свалку. Проверяющий отправляется прямо домой к нарушителю. Но глухой стук в окно остается без ответа. Оставлять эту проблему без решения здесь не собираются. Протокол составлен, предписание выписано. А значит, от буквы закона никто не уйдет. Тем более и местные общественники заинтересованы, чтобы на улице вновь стало чисто. Тут обнаружилось, что прямо со двора канализация выходит прямо на улицу. Природная яма там, овражечек, в этот овраг уходит канализация. Неприятный запах хозяину вот этого дома. Привести у себя дома на улице порядок, привести канализацию в порядок. Следующий пункт – прибрежная зона реки Сунжа, излюбленное место отдыха жителей. Но вместо красивого пейзажа комиссию встречают горы бытового мусора и подведенные канализационные трубы. Картина, как говорится, маслом, и авторы ее тоже известны – жители злосчастной улицы Мурзабекова. Стоки попадают в Сунжу. Ну и дальше, куда мы сами знаем, куда этот сток попадает. А в этой Сунже и люди купаются. Некоторые места заборы с этой Сунжи в пруды делают. То, что мы сегодня видим, мы попытаемся собрать этих людей, переговорить с ними. Правонарушителям неоднократно принимались меры участковыми инспекторами по этим нарушениям. Давали сроки для устранения. Так до сих пор это все продолжается. Такая картина у прибрежной зоны Сунжи уже второй год. Проверяющие не раз выписывали предписания и призывали к ответу жителей. Но канализационные трубы и ныне там. Комментировать ситуацию в местной администрации отказываются, хоть и обещают устранить последствия мусорного коллапса. Тем более, что экологи не собираются оставлять этот вопрос без контроля. Мы направим еще раз материалы для принятия мер. Росприроднадзор, так как эта река находится под федеральным контролем. Но одним селом Плиева экологи не ограничиваются. В соседнем Барсуки поводом для проверки послужили жалобы местных жителей. Кто-то якобы вывел канализационные трубы в реку Назранку. Отсюда едкий неприятный запах, который разносится по округе. На данном участке именно сбросов не обнаружено. В дальнейшем будем проводить административное расследование вместе с представителями администрации. Будем выявлять трубы, через которые производится сброс этих нечистот, и сразу же ликвидировать их. Нарушения зафиксированы, специалисты составляют протоколы. Но это лишь полдела. В какую сторону изменится экологическая ситуация в итоге, покажет только время и сознательность некоторых жителей. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.